слушает нашу программу, смотрит наш эфир. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин. Сейчас в Уфе 11 часов ровно. Мой собеседник, экономист Рустем Шаяхметов. Добрый день. Добрый день. Напомню, что трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте и на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Именно в Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы. Мы постараемся их задать в ходе эфира. Ставьте лайки, делитесь ссылками на нашу программу. Давайте начнем разговор. Мы обычно всегда встречаемся, говорим в целом об экономической ситуации в Башкирии и в стране. Но сейчас я бы хотел начать с темы, которая недавно прозвучала, буквально на той неделе, по-моему, если не ошибаюсь, о реакции на протест в башкирском Заурале по поводу недобросовестного поведения недропользователей со стороны КПРФ и конкретно пресс-секретаря фракции КПРФ Ющенко. Вот что у вас в этой ситуации? Вы на какой стороне, во-первых? Там, я так понимаю, еще раз в двух словах обрисую, что коммунисты Баймакского Училинского района поддержали протесты населения, которые протестовали против недобросовестного поведения недропользователей. А сначала Риском КПРФ выступил с заявлением, что типа давайте сначала будем аккуратными в таких протестах, насколько я понял, это смысл. А Ющенко высказался, что зачастую коммунистов используют в неких корпоративных спорах. И вот против этого они выступают. Ну, вот это заявление Рискома и заявление Ющенко мне напомнило заявление иностранного агента Ростислава Мурзагулова, который говорил насчет Куштау. Ну, слава богу, не дошло до ваххабитов, но я вообще не вижу здесь каких-то корпоративных споров, если разве что принять во внимание, что личное подсобное хозяйство взять как корпорация, то да. Естественно, я понимаю, что их выпасы, их скота занимают недобросовестные недропользователи, которые разрушают экосистемы нашу природу. И, честно говоря, вот это для меня это чистой воды ренегатство. И вот просто люди же, даже они не выступали там за смену власти. Это же не политические заявления были. Они просто отстаивают свои интересы, свою землю. И здесь столь жесткое заявление. Там же не просто, когда прочитал, я вплоть до того, что их обвинили, этих людей, в осуществлении провокаций в интересах из-за рубежа. Как-то так. Но это было во время Куштау. Говорили о некой турецкой содовой компании, в интересах которой якобы идет протест. Но здесь я что-то не вижу каких-то иностранных интересов. Поймите правильно. Дело в том, что есть значимые территории, локации, которые для жителей очень важны. И они против того, что такое сейчас исследования, которые предполагаются, дальнейший этап это будет для промышленной. Это первый шаг для промышленной эксплуатации. То есть люди это понимают? Конечно. И поэтому они не хотят, чтобы у них были рудники, которые уничтожат их природу, их среду обитания. Посмотрите, что с башкирской содовой компанией. Нам очень много говорили, сейчас мы решим с Белыми морями. Что решили? Ничего не решили. Вопрос с воздухом Стерлитамака, Салавата и Шимбая. Ничего не решается. И, естественно, они не хотят жить в той же, скажем так, зоне экологического бедствия, которую им предлагают. Давайте золотопромышленники. А что они? Восстановили эту землю, которую они полностью разрушили? Или недавно, если я не ошибаюсь, река Большой Кизил, это в Абзелиловском районе, там, я как посмотрел, сотни тысяч рыб погибло. Но это же уже катастрофа экологическая. И, естественно, Абзелиловский район, вообще-то, он славится своими рекреационными зонами. А если мы так начнем действовать, о каких рекреационных зонах, о каком нормальном развитии фермерских хозяйств можно говорить? Я считаю, что они правы. И давайте как в Германии произошло, под Берлином решили Илон Маск начать производство
аккумуляторов. И многие выступили против. И, кстати, там совершенно другая реакция была власти. И, кстати, и партии совершенно по-другому говорили. Они вышли с народом, стали с ним работать. По-нормальному. Не так вот, как вот показушно вышли, а нормально обследование провели, переговорили, постарались понять, почему это происходит. Они не против Башкирии, они не против развития промышленного потенциала. Они против разрушения своих природных ресурсов, которые не менее значимы, чем развитие промышленности. Туризм — это тоже важно. Сельское хозяйство — это тоже важно. А почему все-таки такая реакция? Казалось бы, вот тут и экологическая составляющая, и права граждан там, на окружающую среду. Возглавьте протест, или тоже разбирайтесь, проводите научные... Я скажу так, если бы КПРФ возглавил этот процесс, они себе прибавили. А какие... Вот просто дело в том, Тем более на носу выборы. На носу выборы, да, это очень хорошая тема. Я вообще считаю, что вот Ямагулова, допустим, да, хорошо известного, не только Зуралева, уже во всей Башкирии, надо вообще включать было в тройку, партийную тройку, которую вот возглавлял бы он, ну, там, скажем, в тройку вошел. Там, может, не первый, там, Конечно. Второй, и конкретно действовал. А сейчас же, посмотрите, большинство партий, это не только КПРФ, а вообще, это депутаты, это как бизнес-проект депутатства. И вот взять тех же, если КПРФ, там же тот же бизнес-проект. Посмотрите, сколько простых людей, ну не просто простых людей, а активистов стало депутатами на прошлом созыве, в предыдущем созыве. В основном это, вернее, не в основном, это фактически бизнесмены, которые продвигают свои интересы. И очень иногда пытаются эпатажно что-то подать, как сказать, вот тот же Хафизов, он иногда там заявляет, а что он делает? Вот взять, допустим, как он много говорит, Шакшинский скотопрогон. Ни одного предложения Ведь начинается с чего? Проектно-изыскательские работы. Их должны профинансировать муниципальные власти. Но для этого надо внести изменения в местный бюджет. А он внес эти предложения? Нет. А КПРФ внесло эти предложения? Вот есть фракция КПРФ в городе. Что она сделала? Да ничего. Она дружно голосует, поддерживает. Может, мы просто не знаем, что-то все-таки делается? Не, ну мы не можем все знать, но... Дело в том, что в свое время я помню, что отношения между городским советом и прессой были достаточно сложными. Их не пускали журналистов на заседания комитетов, где все решалось как бы. Не, ну а и кто поэтому мы не мешает знаем. КПРФ озвучить свою повестку? Вот давайте вот посмотрим, пойдем с другой стороны. Партии должны идти с конкретными программами, да? И в этих программах не должно быть против олигархов, потому что, вы знаете, многие партии, вернее, вот в первую очередь, кстати, КПРФ, она становится некой сектой, для которых члены, рядовые члены возмущены там действиями против простого народа, а уже руководители это монетизируют, и молитвенные, как бы, уже получается собрания, а не конференции, потому что нет конкретных действий. От того, что скажут 100 раз олигархи захватили власть, ничего не поменяется. А если скажут, а давайте мы увеличим зарплату учителям конкретно и показать, как это делать, не популистски, а конкретно. Вот у нас такой-то бюджет. Из этого бюджета, за счет этого мы можем увеличить зарплаты учителям. Да в конце концов, сделайте часть собственности предприятия, отдайте коллективу. Это же тоже чисто коммунистическое, наверное, должно быть требование. Понимаете, экономически это не сыграет, и опять вот отнять, поделить это неправильно. Ну, может быть, по льготной цене там. Льготную цену кто будет останавливать? Не знаю. Я уж так фантазирую. Пытаюсь набросать программу коммунистов на предстоящие выборы. Надо, если говорить, надо говорить о конкретных проблемах, которые существуют в обществе. Например, по ЖКХ был сначала, понимаете, у них как, один шаг вперед, 4 шага назад.
Допустим, было объявлено, что ужесточение ответственности управляющих компаний за обсчет граждан, и конкретно там вплоть до того, что будут собираться подписи, и говорилось о 15 тысяч подписей, что соберутся, а в конечном итоге, если не поддержится законопроект, соберут 1 миллион подписей. А где эти подписи? Где эти подписи? Кто собирает? Кто об этом говорит? А это, кстати, реально действие на защиту граждан. Вот это действительно реально. Но они-то не действуют. Они просто-напросто выступали, и на этом закончилось. А реальная деятельность, вот той деятельности, которая должна действовать оппозиционная партия, они не осуществляют. И вообще, вот если мы говорим, что такое оппозиция? Это протест, в первую очередь. Ну, или альтернативная позиция, на мой взгляд. Альтернативная позиция. Но я говорю, а какие протестные акции были проведены в Башкирии? Хотя бы... Последний раз я помню, когда лидер коммунистов Юнир Кутулгужин принимал участие в митинге в защиту башкирского языка. Это было давно, еще до ковида. Вот. 2019, по-моему, если не ошибаюсь. Его позиция трансформировалась. Но я понимаю, сейчас он на платной основе депутат, около 4 миллионов доход. Зачем суетиться? Я думаю, скорее всего, это заявление, вот, которое было, ему дали понять, что мы вам организуем платную должность депутатскую, а вы погасите. Или тот же Старов, который является председателем Госсобрания. А в чем смысл заявления Ющенко, что все протесты должны согласовываться со штабом протестных действий в Москве? Это некий, знаете, централизм такой партийный или что? Отмазка. Но я скажу так, если бы вот так согласование было в 2017 году, то Октябрьская революция была. И тот же Ющенко, посмотрите его заявление. Допустим, в 2019 году он комплиментарно выступал как бы по Хабирову и говорил, что ему очень импонирует его позиция с Куштау. До того, как начались события. То есть, кстати, Куштау коммунисты промахнулись, не поддержав протест? Не, они потом провели круглый стол, но Ющенко там не было. И, то есть я понимаю, что они... Вот, если говорить про Ющенко, он приезжает как барин в свое имение. И все там вокруг него прыгают, бегают, а реальных действий нет. И влияние партии падает до нуля, потому что партия, если оппозиционная партия не сильная, то зачем с ней договариваться? Я бы хотел устроить такой некий дискуссию, дебаты между вами и Ющенко. Было бы интересно посмотреть. Ну, как если он согласится, я с удовольствием. Мы предложим ему. Вот, можно и с Кутулгужиным, можно и с Мне со кажется, Старовым. Ющенко, он как-то это будет. Ну, с Ющенко, да. Не, интересно. Вообще интересное предложение. Давайте на этом как бы пока эту тему вот по Куштау, вернее, по протестам за Урале пока закончим. И перейдем к другим темам. Буквально сегодня в Питере, в Санкт-Петербурге открывается Петербургский экономический форум международный, на который все меньше приезжает уже гостей из-за рубежа, но тем не менее обсуждается очень много важных тем, судя по повестке. Я вот посмотрел, там 3 дня идет эта вся история, там очень много названий таких тем для сессий разных, дискуссий. И вот меня зацепил, например, лично я пошел бы на тему, как будет развиваться российская экономика. Это одна из тем. Вторая, примерно такая же схожая. Горизонт 2040, 2040, Россия на карте мира. Короче говоря, вот эта тема лично меня, она затрагивает, потому что я думаю все-таки о будущем больше, чем о прошлом. И хочется, чтобы наша страна жила будущим, строила какой-то образ будущего, чтобы мы понимали, куда мы идем. Как вы думаете вообще, у нас сейчас есть какой-то выбор в этом плане? Нет, выбор есть всегда. Все-таки какой сейчас выбор есть? Потому что я думаю, сейчас все-таки условия вот в этих вот специальной военной операции, санкции и все прочее, мы все скатываем все больше в сторону самоизоляции, там, не знаю, все больше говорят о каком-то технологическом суверенитете и прочее, что типа сами себя обеспечить. Мне кажется, в современном глобальном мире, это очень сложная задача, может быть, нереализуемая вообще. Есть шутка, даже если вас съели, есть 2 выхода, либо назад, либо вперед.
Это плохая альтернатива. Я говорю, что То есть даже... у вас есть плохой вариант, есть еще более плохой. Нет? Ну, я Сейчас. скажу так, проблема не сколько даже санкционного давления, это тоже ограничивает, а в том, что мы не развиваем свои новые технологии, и поэтому мы отстаем. Вот давайте смотреть, в этом году по прогнозам Международного валютного фонда мы вырастем на 0,7%. Ну, с одной стороны, это неплохо по сравнению там с Германией, которая там 0,1%, она сократит производство. То это валовый продукт сократится. Но общемировые темпы 3%. То есть 0,7 если делим на 3, да, или наоборот, то получается, что темп развития у нас значительно ниже. Если взять вот в текущих ценах объема ВВП 2012-2022, мы выросли на 1%. Мировая экономика выросла на 32%. Это мировые цены, то есть это вот как бы, ну, не совсем показатель полностью, но это он достаточно хорошо отражает финансовые возможности развития нашей экономики, потому что, ну, это достаточно, я скажу так, 22 год для экономики России именно в денежных поступлениях достаточно неплохо, потому что на 60% выросли энергоресурсы, и Россия очень здорово на этом выиграла. В этом году идет снижение, Всемирный банк говорит, на 11%. Это где-то отразится, что на валовом внутреннем продукте где-то 2% снижения. То есть это в текущих можно смело ценах... рассчитывать, что у нас будет снижение. Не, он не будет снижения. Я говорю, это фактор, который снижает. Все понятно. То есть в целом то, что будет небольшой рост, я с этим согласен, но опять-таки, если в текущих ценах определять, то у нас будет ниже. Но можно же расти по-разному. Можно расти за счет той же продажи, там, не знаю, нефтепродуктов. Можно расти за счет продажи интеллектуального труда, условно говоря. Но, знаете, вот энергоресурсов мы продали в прошлом году, если я не ошибаюсь, на 385 миллиардов. Соединенные Штаты настолько же продали, на 386. Только у них в объеме экспорта товаров это 12%, а у нас больше 50%. Там где-то 60%, если взять, все вместе. Про что я говорю, по-разному И можно. вопрос состоит в том, что вот эти, скажем так, моноэкономика. То есть мы сконцентрировались на том, от чего нас сильно качает. То есть что-то... Вот чем хороша экономика Соединенных Штатов Америки? Она многоотраслевая, и большинство отраслей там высококонкурентны в мире. У нас же вот где-то можно по пальцам пересчитать, где мы конкурентоспособны. И опять-таки энергоресурсы, то есть торговля энергоресурсами, это не является превалирующей ролью, потому что рост экспортных продаж энергоресурсов, если взять в физическом объеме, где-то 2/3 от увеличение объема экспорта в мире. То есть это говорит о том, что если мы будем продолжать делать ставки, то в конечном итоге у нас и темпы развития будет меньше. И вот эти качели мировых цен на нас очень сильно отражаются, потому что они действительно очень часто нам иногда везет, как, допустим, было в 2012 году, в 2013, а потом рушится, как это было в 2015 там и так далее. То есть в 2022 они выросли, а в этом году они снижаются на 11%. В будущем году, скорее всего, тоже будет снижение, потому что экономика после стрессовой ситуации конфликта, она, от СВО я имею в виду, она приходит в равновесное состояние. И тут опять-таки надо еще учесть, вот смотрите, Евросоюз предполагает, что в 2050 году потребление нефти и нефтепродуктов сократится на 3/4, газа наполовину. Они являются одними из крупнейшими потребителей энергоресурсов. Да, часть их, скажем так, доля
уйдет за счет развивающихся стран, но они тоже развивают зеленую экономику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, то есть вы нарисовали некое такое туманное будущее, которое Оно не сейчас трудно туманное. сказать, потому что мы зависим от продажи энергоресурсов, а в будущем весь мир собирается жить по-другому, не за счет Он не этого. собирается, он живет по-другому. Вот у нас очень много говорят, там, искусственный интеллект, да, а он действительно вмешивается в наши процессы. И мне очень интересно заключение некоторых экспертов, которые говорят, что больше всего пострадают развивающиеся страны. Я б здесь поспорил, потому что азиатские страны, прежде всего Индия, у которой там около, по-моему, ну, 60 миллиардов, около 10% продаж софта, или же Китай, который на 30 миллиардов где-то продает софт, то есть, ну, в 2 раза меньше, но он специализируется больше на оборудовании. То, я думаю, наоборот, они выиграют. Другое дело Латинская Америка, да, и Евросоюз как-то решит вопросы демографии, потому что сокращение, у них идет большой дефицит рабочей силы. В России тоже проблема дефицита рабочей силы, и что-то он позволит это решить, но надо начать заниматься своими внутренними проблемами, и в первую очередь демографией, потому что то, что у нас сейчас происходит, падение рождаемости, это сильно отражается на ресурсах, трудовых ресурсов и нашем будущем страны. Будущее определяется нашими детьми. Если детей меньше, чем нужно, то, значит, их восполнять надо либо за счет мигрантов, но если мы интенсивно не развиваемся, к нам мигранты не поедут. Ну, кстати, одна из тем на форуме питерском: «Будут люди, будет бизнес. Стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию». Я согласен. Вот. Но вопрос не в частных инвестициях, а в том, что создавать условия для сохранения населения. Вот я бы так сказал. Не увеличение, а хотя бы начать действия по сохранению населения России. Когда по 500 000 жителей естественная убыль у нас, вернее, убыль населения, то, естественно, это большие риски. Я понимаю, что у нас не будет как на Украине, как на Польше, но если не принимать меры, мы к этой же ситуации подойдем. Мгм. Вот. Комментарий одного из нашего слушателя: нужно жить по ленинскому пути, Ульянов, то есть создать новую экономическую политику в России. Вот есть какой-то шанс такой? Но, Или нам понимаете, не надо ничего придумывать заново, а просто идти по тому пути, по которому идет весь мир? Мир-то изменился за 100 лет. Мы Ну, можем... может, речь идет о том, чтобы уменьшить роль государства в экономике? Об этом идет Но речь? ленинский Путин — это наоборот. Да? К сожалению, я в то время не жил, не могу сказать. Не, ну как, мы жили в Судя по истории... советское время, и мы жили в то время, когда... Нет, судя по истории, Владимир Ильич понял, что слишком много военного вмешательства там, в экономику, условно, силового, и дал какой-то простор для развития инициативы. То есть тогда Непманы появились, частники, Непманы кооператоры. появились как некая уступка, чтобы победить разруху. Но в целом индустриализация... Для того, понимаете, вот, что хорошо в 30-х годах вот, руководство сделало в первую очередь, она начала заниматься индустриализацией страны. То, что не хватало России, Советскому Союзу, России в том числе. И они здесь очень много что сделали. Вот. Ну, были перекосы. Ну, то есть строили электростанции, строили линии электропередач, заводы строили. Заводы, там, да. То есть все вот это вот... Сейчас мир несколько изменился, потому что промышленное производство сейчас все меньше и меньше определяет уровень развития страны. А что сейчас определяет? Это услуги, это цифровые технологии, биотехнологии. То есть машиностроение, вообще промышленность, она в меньшей степени играет на развитие экономики, потому что вот есть понятие социальной потребности. Больше, чем определенного количества мяса, хлеба, машин, мы не можем потребить. Ну да, смысл в 3 раза больше сделать. Ну да. Все это будет затовариваться. Я поэтому говорю, что почему падает роль сельского хозяйства, оно потому что доля его в экономике снижается. Это важно, это базовая отрасль. Вот кризис 22 года хорошо показал, что, ну, скажем так, это стратегическая безопасность. Но, с другой стороны,
Вот давайте посмотрим развитые страны. Они достаточно легко пережили это, потому что у них расходы на питание в некоторых странах не превышают 10% от их доходов. Это для них стало 12%. Ну да, неприятно, когда мы приходим, Пережить можно. видим, но это не те суммы, которые их повергают как бы, в нищету. И поэтому нам нужно развиваться, вот не восстанавливать то, что было, а строить новое. Потому что, допустим, вот у нас, ППО производила бортовые компьютеры для самолетов. Но этих самолетов нет. Сейчас это делают другие, и их восстанавливать, чтобы те же самые... Ну, сейчас смотрите, идеи какие вот высказываются на уровне там вице-премьеров правительства российского. Давайте, вот «Москвич» мы уже типа запустили, скоро будем делать «Аку», если кто-нибудь захочет, и «Волгу» будем делать. То есть, вот как раз обратная тенденция-то идет, нет? От того, что мы приклеим шильдик к китайскому автомобилю... Вы хотите сказать, «Аку» тоже будут делать из китайских запчастей? Конечно. Мы же может быть, из иранских, я не знаю. Понятно. Тут важно в том, что сейчас важный тренд — это производство электромобилей. Согласен. И здесь особенно, вот если посмотреть, особенно то, что обслуживается город, это грузовые перевозки, там прочее. Вот внутригородские, я имею в виду. Электротранспорт может сыграть очень большую роль, но для этого нужны технологии, для этого нужно непосредственный другой подход. И нам надо... Вот, допустим, мы производим самолет сухой суперджет, да? Мы сотни миллиардов туда вбухали, а ответа реального нет. То есть он не стал каким-то драйвером ускоренного развития страны. Мы просто-напросто вбухали ресурсы, которые, скажем так, могли бы в другое вкачать и получить больший результат. Сейчас очень важно это цифровые технологии, и мир это показал. Но цифровые технологии у нас развиты не так хорошо. Мы отстаем. Допустим, маленькая Ирландия экспортирует телекоммуникационные услуги на 200 миллиардов долларов. Это сопоставимо с экспортом нефти. Ясно. Недавно вы опубликовали статью с таким заголовком, что международную повестку должны определять не западные страны. Вот, можете пояснить, почему? Но не должны, а уже определяют во многом. То есть у западных стран, с учетом того, что они накопили определенное национальное богатство, они еще у руля, допустим, система SWIFT, это полностью их система, расчеты производятся в долларах, но сейчас развивается мощно Китай, Индия. Кстати, посмотрите, как Индонезия и Бангладеш развиваются. Бангладеш строит свою атомную станцию. И сейчас то, что происходили, вот эти тектонические изменения, допустим, в Соединенных Штатах Америки, вот в конце, даже в середине 19-го, который позволил им доминировать в 20-м, сейчас происходит в Азии, но более быстрыми темпами. Почему сейчас все проснулись, западные страны, и заявили о том, что Китай является геополитическим противником? Потому что это другой центр принятия решений, не согласованный с ними. Он не идет на конфликт, но он свою линию всегда гнет. Да. Кроме того, Индия, ее очень сильно недооценивает, ее противопоставляет Китаю. Да, действительно, у них очень большие, скажем, конфликты. Это связано с историей, у них есть территориальный конфликт. Также конфликт с Пакистаном во многом связан с Китаем. Это тоже надо помнить. И поэтому там Индия, то есть во многих союзах против Китая участвует, потому что Индия, вот, во-первых, торгуя с Китаем, имеет очень большой отрицательное сальдо, и что это нервирует? Там свыше 200 ограничений на китайскую продукцию. Вот это законодательно. Это, наверное, больше, чем в Америке, я думаю. Ну, я не знаю, я Америку, но где-то сопоставимо, а даже, может быть, и больше. Но, тем не менее, и то, что в Индию сейчас вкладывается, Индия же тоже не западная страна. И у нее свои амбиции.
Она сейчас немного ВВП больше, чем у России. Она сейчас занимает по размеру 5-е место. Но к 30-му году, 27-му году, где-то, если все так пройдет, она станет 3-й экономикой мира. То есть Соединенные Штаты Америки. Стесняюсь спросить, Россия к этому времени какое место, по вашему займе? Мы сейчас занимаем где-то 10-11 место, и падение оно будет продолжаться, если мы не изменим тренды. Потому что мир развивается. Вот я же не зря сказал, что вот, мы в этом году 0,7%, а мир 3%. И это стабильная ситуация. Мы постоянно на 2,5-3 раза темп развития ниже. Если взять 90-й год, наша доля была более чем в 2 раза больше в мировой экономике, чем сейчас. Угу. Если взять, то есть мы где-то в начале 2000 года достигли уровня валового продукта, то есть размер нашей экономики стал равен 90-му году, Россия. А за это время мир увеличил производство 2 раза. То есть вот экономика выросла. Отстали сильно. И поэтому, если сейчас не предпринимать усилия на опережающие темпы развития, наше влияние будет снижаться. И я скажу так, что Азия использует наше противостояние с Западом, но она также равнодушна к нашим проблемам, так как и к западным проблемам. Мы не являемся частью их мира. Ну, Россия, я так понимаю, сейчас вообще является изолированной некой такой державой, которая не частью никакого мира не является. Сама себе хочет построить какой-то отдельный путь. Нет? Я бы так не сказал. Россия не является изолированной полностью. То есть Западом, ну понятно, что мы сотрудничаем, у нас есть какие-то... Вопрос состоит в том, что конфликт с Россией во многом обнажил конфликт между развивающими странами и Западом. Дело в том, что развитые страны, западные страны, прежде всего, очень много что, как скажем, набедокурили, можно сказать, да. в этих странах. Колониальное прошлое очень небезупречно. Вы имеете, та же Индия была колонией Англии, Великобритании. Там в Африке было много стран, которые европейских, вопрос в том, что во время Второй мировой войны в Бенгалии, это частично на территории Бангладеша и Индии, был очень голод большой. Из-за того, что британские войска просто забрали все продовольствие, которое только можно. Угу. И в результате этого умерло несколько миллионов человек. И это же тоже не забывается. В Индонезии английские войска тоже там много чего сделали, когда противостояли независимости Индонезии. То есть там нет... Почему сейчас главная стратегическая угроза азиатских стран — это наследие колониального прошлого. То есть многие границы построены так, что в зависимости, какие страны владели той или иной территорией. На их усмотрение, да, получается? Да, и поэтому очень много территориальных конфликтов, допустим, Китая с Филиппинами, с Вьетнамом, с Японией. Кроме этого, Тайвань — это же наследие колониального прошлого, потому что вот все признают, что Тайвань — это территория Китая. Вот нет такой страны, которая это отрицает. Но в то же самое время они поддерживают сепаратистскую политику тайваньского правительства. То есть оно не является полноценным государством, но в целом та западная помощь, которая оказывается, это явно. Я хочу резко сменить тему от этих мировых, снова к российской перейти. Давайте. Буквально, по-моему, вчера правительство одобрило законопроект о взносе в бюджет со сверхприбыли компании. Речь идет о том, что налог в размере 5% будет взиматься с компаний, прибыль которых составляет свыше 1 миллиарда. Об этом сообщил министр финансов. Вот. И второй момент, тоже, по-моему, недавно сказал первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов, что с идеей такого налога выступил сам бизнес. Типа у них было слишком много налогов, и они решили правительству сказать: давайте нам не повышайте налоги, а мы сделаем такой добровольный взнос. Тут 2 вопроса. Первое, значит, насколько это может быть правдой, что бизнес сам предложил заплатить новый налог. А второй вопрос все-таки, как это повлияет на развитие экономики, в том числе в Башкирии, как это коснется? Первое правда, неправда, как вы сами думаете? Бизнес может такое предложить? Ему предложили: либо мы тебе голову отрежем, либо ты сам себе что-нибудь отрежь.
как иногда вот мы смотрим некоторые мафиозные эти фильмы, да? Мгм. Вот, я думаю, скорее всего, бизнесу предложили: ребят, либо вы делитесь, либо мы с вами разберемся, как положено. Это первое. Второе, в Башкирии, а у нас крупного бизнеса особо нет. Ну, а если брать Башнефть, у них нет миллиардов в год? Или ту же Не, не, компанию? у них есть, но суть состоит в том, что, ну, я еще раз говорю, э, это нас мало коснется, потому что, во-первых, это уходит в А это федеральный федеральный бюджет, бюджет уходит всё. и для Башнефти там, ну, 5% от чистой прибыли, ну, Мгм. чувствительно, но не смертельно. Еще одна новость последних дней. Управление Федеральной антимонопольной службы уличила Башспирт в нарушениях при организации тендеров. Компания проводила большинство закупок у единственных поставщиков, а цены были завышены на эти товары, которые они покупали. В частности, например, зерно, картон для упаковки. Как вы думаете, в чем причина? Почему вроде конкуренты предлагают более выгодные условия, а покупает то, что дороже? Но если рентабельность у них на уровне 1%, ниже, значительно ниже, чем в среднем по отрасли, вот это как раз является следствием вот таких действий. Покупали у своих людей, Мгм. я так понимаю. Значит, там либо были откаты, либо были определенные преференции, которые конкретные лица имели от этого выгоду. Мгм. Вот. И поэтому это вот так произошло, я как думаю. Потому что то, что правоохранительные органы зашли туда и заявили, что там, если я не ошибаюсь, 400 миллионов увели из активов Башспирта, но и это то, что верхушка айсберга. Ну вот все-таки хочу разобраться, почему экономические законы в данном случае не работают. То есть, когда Почему, на рынке покупаешь то, что тебе почему выгоднее. экономические законы не работают? Это наоборот работает, потому что бесконтрольность закупок порождает возможность злоупотребления. Это экономические законы. Это некий закон личной выгоды, скорее всего. Не, Так ведь? но весь бизнес построен на На личной личной выгоде. выгоде. Дело в том, что это госструктура, менеджмент, как видимо, то есть увидел возможности, помимо всего прочего, заработать деньги. У нас вообще вот госкомпания больше построена не для того, чтобы решать республиканские проблемы, а для того, чтобы решать материальные проблемы менеджмента. У Мгм. них очень хорошая зарплата, если посмотреть, там э, превышает в некоторых случаях там и 10 миллионов. Разве это не является некой системной проблемой для всего, для республики как минимум, для государства российского в целом, что на такие компании государственные м, вот именно обрастают таким коррупционным скандалом, как бы, условно? Но я считаю, вот моя точка зрения, у республики должна быть та собственность, которая приносит значительные выгоды или для Ну, республики. держите акции. Все, пусть Не, частное предприятие работает. И вопрос... тогда не будут воровать, наверное, или будут воровать все равно. Но если нет контроля, воровать будут. Даже в частной акционерной компании. Везде воруют. Там, Если там же нет контроль, там же контроля, контроль акционеров, собрание акционеров контролирует, нет? ну, начинается собрание акционеров, есть совет директоров, есть ревизионная комиссия, которые Да-да-да. это все отслеживать должны. Но суть состоит в том, что когда нет системы контроля и нет конкретных целей, задач, то к этому мы и приходим. Дело в том, что вот насколько нам нужен, чтобы Башспирт был государственной структурой. Он платит акцизы, да, налоги. Они достаточно значимы. И дивидендов мы не получаем реально оттуда. Зачем нужно, чтобы он был в госсобственности? Какие цели мы получаем? Ну, вот Да вы никаких. говорите обогащение. Обогащение определенных лиц, ну, это да, это я вижу. Вот поэтому я бы провел такую линию, что там, где не решаются реальные социальные задачи, то есть некоторые имущества, которые нужно для Я думаю, в решения. Башспирте вам скажут, ну вот мы построили там, я помню, под госпиталь же сделали во время ковида под Зубово, да? Да. Не ошибаюсь. Там они высадили рощу, по-моему, если не ошибаюсь, тоже. То есть какие-то все-таки социальные вещи они делают. Но частный бизнес тоже делает социальные вещи. И вопрос не в том, что вот эти как бы подачки частные, они, если взять, мизерные.
Если мы сумеем четко поставить на эффективность их, и они будут платить все налоги, все выплаты, в бюджете будет больше средств. Посмотрите, как это делается в Татарстане. Вот, допустим, в Казани, как ни странно, бюджет на 15% ниже, чем в Уфе. А среда городская там значительно качество выше. Это говорит о том, что далеко не всегда деньги определяют возможность достижения цели. Определяется прежде всего правильность поставленных целей, и также самое главное — это реализация механизма достижения цели. Вот у нас, допустим, электротранспорт, это касается трамвая, троллейбус, да, там сотни миллионов мы тратим, это город тратит. Вот если автобусы пустили бесплатно по их маршруту, это бюджету было в 1,5 раза дешевле, чем если они, вот как он существует. Транспорт вот это общественный, он служит только для того, чтобы человека вовремя доставить с одной точки в другую. Их объема перевозки, если взять многие маршруты, меньше, чем автобусные, понимаете? То есть пазики зачастую больше перевозят, чем эти трамваи. Так, может быть, поменять? Нам нужен трамвай, и я неоднократно об этом говорил, но они нужны на самых напряженных направлениях, а там ничего не делается. Вот взять Челябинск, они реализуют свою концессию, кстати, и там уже в ближайшее время, почему у них, кстати, бюджет больше, потому что они вот это увеличение тратят на строительство трамвайных линий. Я прошу прощения, тут буквально вот срочное сообщение из зала суда. У нас в Уфе, в Кировском суде идет процесс над Лилией Чанышевой, которая внесена в список экстремистов-террористов. Вот судья огласил приговор 7,5 лет лишения свободы. Я как бы просто не могу мимо этой темы пройти. Вот почему, как мне кажется, политическая конкуренция, она на экономику влияет в лучшую сторону. Чтобы вот как раз вот эти всякие злоупотребления, коррупция и прочее, они в этой политической борьбе, они, как сказать, с ними легче бороться, на мой взгляд, чем если только одна партия правит там 100 лет, 200 лет, и приводит все это рано или поздно к какому-то застою, загниванию. Как вы считаете, вот это, то, что у нас сейчас фактически невозможно заниматься политикой, вот как Чанышева, с альтернативной точки зрения, это хорошо для экономики или плохо? Ну, в конечном итоге это плохо, потому что вообще наказание должно быть соразмерно общественной опасностью совершенного деяния. Я не хочу, я вот не сторонник Навального. Ну, мы сейчас не говорим про Навального, который тоже внесен в список экстремистов-террористов и прочее. Да. Я еще раз говорю, я не сторонник, и многие методы я его не приемлю. Вот. Но Чанышева, во-первых, официально заявила и действительно ушла из политической борьбы. Второе, она, скажем так, то есть многие вещи не самые лучшие, но той общественной опасности для государства я не вижу. И никто из тех, кто, допустим, ее противников, оппонентов, не показал эту общественную опасность. Я считаю, более опасно вот сейчас проблема еще в чем заключается. Если общественные протесты будут проходить без организаторов, то на улицу может выйти толпа, никем не управляемая. И с этой толпой, если там нет политических лидеров, договариваться будет не с кем. Вот это более общественно опасная ситуация может возникнуть. И в результате этого мы можем получить события, как, допустим, в Казахстане, который дестабилизировал всю ситуацию и привело... Даже войска пришлось вводить, просить помощи у России. А мы у кого будем просить, если что-то случится? У Соединенных Штатов Америки, что ли? Или Китай? Нет. Соединенные Штаты, я думаю, наш заклятый друг. Я понимаю, я просто говорю о том, что надо вести определенную, то есть правоохранительную деятельность, охраняющую государство. Но она должна быть соразмерной. То есть вот действие соразмерно государства с оказаемыми действиями. В чем дело? Почему, не знаю,
кто и конкретно фамилии называть не будем, но почему система в нашей стране устроена так, что боятся какой-то конкуренции? Неужели не все понимают, что в споре рождается истина, в конце концов? Ну, удобно же. Вот сидит человек с хорошей статусной, ну, должностью, скажем, да, или депутат, допустим, получающий хорошую зарплату. Потом приходит кто-то и говорит, что вот надо менять. Ну, например, та же Чанышева пришла там в парламент и говорит там про бюджет, или, условно говоря, говорит, вот вы там договор заключили с какой-то компанией, купила елки по завышенным ценам на 105 миллионов, потом прокуратура возбудила дело, и оказалось, что она права. А так можно было спокойно все это дело провернуть, никто бы не заметил. Ну, такие люди нужны. Другое дело форма протеста, ну, надо регулировать, но у нас что-то совсем зарегулировалось. У нас очень сильно стали злоупотреблять ситуацией СВО. Я считаю, это неправильно. Потому что вот Октябрьская революция, она произошла не просто так. А до этого была февральская. Если не решать проблему людей, а декларировать, что мы такие хорошие, мы это... А на самом деле люди же... Сейчас мир более открыт и видят, что в других странах идет развитие. А у нас нет таких темпов. И это, естественно, порождает определенное недовольство. Многие люди уезжают. Это тоже, кстати, форма протеста. Но уезжают ведь те, кто имеет какое-то состояние определенное, хотя бы финансовое, чтобы выехать. Не обязательно. Мозги имеют. То есть, ну, как бы они рано или поздно там устраиваются. Вот сколько я с кем общаюсь, по крайней мере, они... Ну, самое худшее — уезжает молодежь. Ну, это тоже наше будущее, перспектива. Это наше будущее уезжает. Я с вами совершенно согласен. И сейчас нужно создавать реальные принципы социального согласия. А протесты, понимаете, вот отсутствие конфликта — это прежде всего свидетельство о том, что нет развития. Вот этот застой, когда все протесты давились, а в конечном итоге мы пришли к тому, что в конечном итоге развалилось великое государство. Огромное государство. Ведь Советский Союз, он до определенного момента был очень силен, и его поддерживало большинство населения. Но в тот момент, когда начались не те шаги, которые нужны для развития государства, прежде всего реформирование, изменения, в основном Советский Союз развалила экономика. Потому что мы стали падать и падать и падать. Вот. И сейчас важно, чтобы экономика у нас не падала, а развивалась. И создавать соответствующие условия для того, чтобы наши темпы развития были сопоставимы общемировыми. Вот если мир развивается 3% в год, мы должны не меньше. Нам нужно сейчас хотя бы сохранять существующую долю в экономике. Потому что чем меньше мы играем роль, тем меньше вот в экономике становимся значимы для решения тех или иных мировых проблем. И, допустим, история многих развитых стран, как, допустим, вот для меня характерна Аргентина. В начале прошлого века это была одна из самых развитых стран мира. А сейчас она ниже России. А уровень производства на одного человека там был сопоставим с Соединенными Штатами Америки. Тогда они были одни из самых развитых. Туда ехали итальянцы, туда ехали немцы, французы, потому что там было жить лучше. И сейчас нам нужно непосредственно начать новую траекторию развития. Очень хорошая точка для нашей программы, я считаю. Дело в том, что скоро после нашей программы должна выйти в эфир программа «Digital Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов будут говорить о новостях цифровой экономики, цифрового мира как раз в том числе. Вот. Ну, может быть, последний вопрос. Прокомментируйте новость, что Башкирия получит из федерального бюджета почти 260 миллионов рублей на софинансирование строительства модульных отелей для туристов. Ну, таких для маленьких, ну, получается, мини-отелей. Вот. Сначала 158 миллионов рублей в этом году, 100 миллионов в следующем году.
Как вы считаете, это большие средства, это много или мало? То есть я так посчитал примерно, что если в целом федеральное финансирование на всю страну 8 миллиардов рублей даст нам плюс 6,5 тысяч номеров в туристических объектах новых, то для Башкирии вот эти деньги означают примерно 200 мест новых. Это вот много или мало для туризма? Ну, у нас где-то порядка 3500 мест. То есть, ну, Меньше неплохо. 10%, да, получается? Ну, это как бы неплохо, но это не лучшие номера. Начнем с этого. У нас очень низкая загрузка, то есть у нас где-то 15-20% в целом, если взять, это очень мало. И поэтому бизнес не окупаем. У нас почему-то сейчас перешли, вот я недавно читал, дали субсидии сельскому хозяйству в таком-то размере, как Победа. А я считаю, это поражение. Потому что это свидетельствует о том, что наше сельское хозяйство не конкурентоспособно и не может эффективно, экономически эффективно производить сельхозпродукцию. А разве на Западе не дают субсидии сельхозпроизводителям? Как правило, они очень дозированы только для обеспечения стратегической безопасности. То есть есть определенные ниже как уровня, ниже которого нельзя производить продукты питания. Это, ну, вот как бы вот так. А в целом, если мы хотим развивать... Вот, вопрос же не только в сельском хозяйстве. Посмотрите, что такое субсидирование для модульных гостиниц? Это говорит о том, что модульные сами гостиницы... не можем построить, получается. Да, это значит неэффективно. Вместо того, вот как мы говорим, если мы хотим, чтобы выйти из нищеты, нужна удочка. А мы говорим, а давайте вот мы тебе дадим рыбу, а завтра ты съешь, и мы тебе еще рыбки подкинем. А эти деньги откуда идут? А что может быть рыбы в туризме? Я не понимаю. Там как бы... Ну, вот эти дотации есть рыба в туризме. Надо развивать инфраструктуру. Прежде всего, дороги. Прежде всего, формировать реальные кластеры. Вот, допустим, Павловка, вот Павловское водохранилище, оно развивается хаотично. Нет единой системы развития. То есть, допустим, кто-то занимался логистикой, кто-то занимался еще чем-то. У нас даже нет единой объездной дороги вокруг данного водохранилища, которая не позволяет нормально развивать. Потому что вот в Павловку приехали, там даже нет единого общественного пространства. Вот как мы приезжаем в Турцию, допустим, да, приезжаем в Болгарию, приезжаем, допустим, в Чехию, там единое общественное пространство, где человек ходит, гуляет, и он даже не знает, кто там, на территории какого отеля он иной раз зашел. Оказывается, да. Вот. У нас вот этим не занимается. И в соответствии с этим конкурентоспособность наших турпродуктов ниже. Второе, человек приехал отдыхать, да, первые 2 дня, да, он позагорал, он поехал, а дальше ему нужны какие-то эмоции. А добраться... У нас много чего интересного есть в районе Павловского водохранилища. Там Барский Урюш, там много чего. Но, допустим, из Павловки, чтобы доехать до этих точек, надо ехать 4-5 часов иной раз и по очень нехорошей дороге. И, соответственно, можно сделать, то есть, в принципе, там есть возможность, что если нормально сделать, это будет на уровне от часа до 1,5. И это уже совершенно другие локации, другие возможности. Надо создавать вот это единое туристическое пространство, и тогда это будет эффективно. То есть не заниматься вот этими дотациями, а построить дорогу, создать условия, выделить землю, чтобы человек пришел и начал строить. Вот в чем наша проблема? Вот тебе кусок земли дали, ты должен получить тех условий, ты должен эти вопросы решить. И вопрос в том, что если гостиница одна стоит, то доставка электричества — это одна цена. Если будет комплекс зданий, то уже стоимость транспортировки электричества другая. И там уже система благоустройства, цена благоустройства будет другая. И второе, вот сейчас в большинстве случаев, так как у нас все сконцентрировано в одних руках, то владелец там гостиницы или там дома, он должен тут же организовывать им досуг. То есть, как, допустим, во всем мире. Одни гостиницы, другие досуг, третий транспорт. И все это у них в коллаборации. Но вот эту систему коллаборации никто не формирует. Вот этим должна заниматься власть. А не в том, что добиваться, выбили мы эти деньги.
Но вопрос в том, что они их потратят. Но если у них нет доходов, позволяющих То есть прибыльно работать, то у них просто-напросто они съедят, и через 5-10 лет мы столкнемся с тем, что вот это построено надо заново восстанавливать и искать где-то деньги. все ясно. Большое спасибо. Напомню, что мой собеседник, экономист Рустем Шаяхметов. Это была программа «Аспекты мнения». У микрофона был Разиф Абдуллин. А прямо через минут 5-6 ждите программу «Диджитал Среда» с Владимиром Барабашем и Константином Акаемом. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо за участие в эфире. Спасибо. Всего доброго. До свидания.